Все нормально. Вот прям по улице. Того или иного молодого мастера. Вообще, Виктор Леонтьевич – это целая эпоха в жизни нашей республики, да и страны в целом, потому что то время расцвета социалистического реализма, того вида искусства, того жанра, того направления в изобразительном искусстве, которое сейчас, к сожалению, уходит в прошлое, но за образцами, которые сейчас идет активная охота коллекционеров европейских держав, в то время это представитель плеяды этих художников был Виктор Леонтьевич Немцев. Они создавали такие замечательные галереи портретов, и мы знаем, в Ингорчино есть такая шикарная галерея портретная. Недавно мы ездили туда, фотографировали эту галерею, и там портреты простых людей труда. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, как было сказано выше, сегодня потрясающий ясный день, и сегодня действительно значимое событие для всей культуры Чувашской Республики. И действительно мы сегодня увековечиваем память народного художника Чувашии, заслуженного художника РСФСР. И опять же, как я уже говорил буквально неделю назад на открытии доски, но это очень важно, потому что в следующий год объявлен главой Чувашской Республики годом выдающихся земляков, и люди должны знать, что они проходят мимо, да, то есть здесь оживленный трафик потока людей, место притяжения здесь рядом есть, и люди должны знать, что в этом доме жил и работал выдающийся художник. Я сама лично была знакома с Виктором Леонтьевичем, знаю его как позитивного, оптимистичного человека, творящего особенно душевные произведения. Вместе с Обресинским районом мы очень рады, что сегодня память о нем будет увековечена. И мы желаем его близким и всем нам быть такими же позитивными, оптимистичными и желающими творить. Не побоялись холода, пришли сюда, чтобы оказать свое уважение моему отцу, Виктору Леонтьевичу Немцеву. Ведь он писал не море, не горы, он писал наши чувашские овраги, национальные лица, костюмы. Он посвятил свое творчество Чувашии. И мы, конечно, будем всегда благодарны ему за то, что он оставил свое творчество, именно посвятил нашему родному краю, нашей Чувашии. Я благодарю за проделанную работу по увековечению памяти моего отца, скульпторов Зотикова Владислава Алексеевича, Тихонова, Людвига Яковлевича, за то, что они так внимательно отнеслись к созданию образа моего отца. Они очень внимательно слушали мои советы, внимательно смотрели на фотографии, с которых они делали
этот образ. Я думаю, что он очень удался, и не только это мое личное мнение, вы сейчас просто все это увидите своими глазами. Благодарю Министерство культуры, Художественный музей Геннадия Васильевича Козлова. Благодарю администрацию города и всех, кто причастен к этому мероприятию. Спасибо вам огромное. Создание доски – это большой коллективный труд. Труд – это Союза художников нашего Чувашии. Министерство культуры, без них тоже мы не могли бы сделать это. Коллективу художественного музея, то есть стараниями многих художников и деятелей искусства. И дочки, конечно, она тоже старалась. Замечательная мемориальная доска. Дорогие друзья, всех поздравляю с увековечением памяти великолепного мастера, настоящего патриота Чувашской Республики Виктора Леонтьевича Немцева. Спасибо. Учитель. Я к нему попала в возрасте 12 лет вместе с подругой. И он был веселый, жизнерадостный. Нам читал стихи Блока, Есенина. Дальше он мог даже показать акробатические номера. И такой был веселый, заводной человек. Любил живопись, прекрасно про художников рассказывал. И еще он был актер. Он изображал образ Ленина в самодеятельном театре. Кроме мастер спорта, он поднимал 3 человека на себе, даже 4 человека на себе поднимал. И кроме этого, он был прекрасный педагог. Мы его обожали, очень сильно любили. Ну, о Викторе Леонтьевиче не сказали ничего, что он прекрасный был педагог. Скорее всего, я вот точно не знаю, в каком году он закончил художественное училище. Вот. Но я поступил в художественную школу где-то в 1957 году. И у нас вот Венера Николаевна не соврет, он преподавал прекрасно. Он нас всех заводил, зажигал. Нам такое давал, что ли, ну силу и любовь к искусству. Ну и я думаю, его путь состав педагогически не только я один. Вот, так что он внес в это очень большой вклад вот, в воспитание будущих художников, вот, людей, которые связаны с искусством. Вот. Ну и еще что упущено, он прекрасным был, насколько я знаю, спортсменом. Он был, по-моему, мастер спорта по акробатике. Это тоже достойно, где-то вот на соревнованиях участвовал. То есть это активность такая, то есть это силы в нем всегда они были. Вот, вы даже вот это знаете. Вот, я знаю, что и кто-то из моих коллег вместе учились, кто-то норму выполнял, но училище не отпускало подтвердить эту норму. То есть ученики даже по этому направлению были. То есть он зажигать вот так умел. Прекрасный был человек. И я думаю, что, может быть, вот благодаря ему я встал на педагогический путь. Сегодня очень знаменательный день, потому что нашему земляку, самому любимому человеку, художнику, народному художнику Чувашской Республики памятную доску повесили, где он прожил свою жизнь, где писал последние годы. И я, как председатель землячества еврейсинцев, горда тем, что я землячка Немцеву Виктору Леонтьевичу. И огромная благодарность Зотику Владиславу Алексеевичу за то, что он такой красивый... Тихонову Людвигу. И Тихонову Людвигу. Да. Что вот такую красивую памятник сделали, красивый памятник сделали. Это на всю жизнь нашим детям, правнукам останется память, что такой знаменитый у нас художник был.
Мне хочется его вспомнить добрыми словами. Он и очень вел большую общественную работу, встречался с детьми, со школьниками, любил, имел актерский талант. В свое время он играл и актерские театральные постановки. Особенно он сам любил образ Владимира Ильича Ленина. Он сам исполнял и умело, очень похоже. Я его помню еще, когда учился в Брешах, когда мы учились в художественной школе под руководством Илья Бородкина. Илья Бородкин приглашал к нам в художественную школу знаменитых художников, талантливых. И вот среди них был и Виктор Леонтьевич. Вот тогда мы первый раз узнали, что есть такой художник, живописец, мастер. Он очень умело работал и в акварели, в живопись, маслом, графики. И умело так вот говорил с нами, мог завлечь, зажечь каждого художника, не художника, а мы были тогда еще просто учащиеся художественной школы. И так, благодаря вот таким встречам, наставлениям, мы как-то набирали опыт и веру, что мы можем тоже как-то вот дальнюю будущую жизнь связать как-то вот с искусством. И в результате многие наши выпускники школы детской и Брещинской поступили в художественное училище и на художественный графический факультет Чувашского педагогического института. Вот. И мы там в дальнейшем набирали тоже свое мастерство, усиливали. И опять знакомились с другими мастерами, художниками. Вот. Мы всегда гордимся, и я особенно тоже горжусь, что я очень близко был знаком с Виктором Леонтьевичем Немцевым. И вот и нам доверили вот с Тихоном Людвигом Яковлевичем, скульптором, заслуженным художником Чувашии, вот и я, мы вместе вот выиграли тендер и стали работать. И вот благодаря стараниям Людвига Яковлевича и меня в том числе, мы постарались создать достойный образ Виктора Леонтьевича. В результате оказалось, что вот в работе у нас присутствовала еще дочка художника Лариса Викторовна. И вот мы как-то вместе вот нашли такой образ. Он немножко у нас получился такой, как нам в присутствии говорят, живой образ Виктора Леонтьевича, даже с какой-то хитринкой. Действительно, у него так, я помню его такой образ, такой задорный, милый, и у него так взгляд был всегда такой с какой-то хитринкой. И этот образ у нас получился примерно вот такой похожий на это вот. И я думаю, что мы справились со своей работой.